годы, не зная невзгод, свободный, счастливый и мирный народ. В садах цвели розы, и пел соловей, и родиной каждый гордился своей. Но злые враги развязали войну, угнали стада, разорили страну, разграбили села и город снесли, красавиц схватили и в плен увели. Набеги врагов истерзали народ. В отчаянии люди устроили сход, решили, что надо любою ценой страну оградить крепостною стеной. И стали стену день за днем возводить, с надеждой страну от врагов оградить. Но даже еще не просохла стена, как горный обвал развалилась она. Несчастные люди не знали, как быть, и чем же паденье стены объяснить. Пытались ответ отыскать мудрецы, слагали свое объяснение певцы. «Зарежьте коня», — говорили одни. «Нет, золото надо в основу стены». Но и самоцветы стену не спасли. Могучие силы ее разнесли. Измучившись, люди хотели понять, какая причина развала опять. И вдруг увидали. Явился босой старик, незнакомый с седой бородой. Узнали, что лет 90 ему, что равного нет старику по уму, что он белый свет исходил, повидал и в дальней священной стране побывал. И старца послушать собрался народ. Что скажет он людям, к чему подведет? Он бороду в правую руку собрал, слова тяжелее свинца он сказал. Обман не ищите в словах старика, стена неприступную будет века, когда вы немедля, поверивши мне, живого зароете в этой стене. И больше ни слова. Рукой помахал, куда-то шагнул и из виду пропал. А люди стояли ошеломлены. Как быть и что делать не знали они. Стена жаждет крови. Кто к жертве готов? Глашатаи спрашивали храбрецов. Людей обходили ночи и дни, но не находили согласных они. Никто не сказал: «Я иду, я готов». Угрюмо стоят, как немые, без слов. Лишь юный сиротка 13 лет, с плеча сняв овчинку, промолвил в ответ: «Пришел я сюда, чтоб сказать об одном. Готов я, меня закопайте живьем. И если народ от врагов я спасу, то жизнь свою в жертву не зря принесу». Юнец прислонился к стене крепостной. Закапывать стали сиротку землей. Но вдруг чей-то голос вдали зазвучал. Тревожно и горестно кто-то кричал. Вдали замелькал силуэт. Это мать бежала родного сыночка спасать. Его без отца воспитала одна, и зеркальцем свет называла она. «Ко мне подойди, жеребеночек мой, тебя обниму, стану рядом с тобой. Сыночка не надо живьем зарывать!» Кричала, рыдая, несчастная мать. «Не плачь, моя мама, слез горьких не лей. Будь, моя мама, опорой моей. Ты и в сердце, любимый народ, и в судьбе. Я рад, что могу быть полезен тебе. Скажи, моя мать, не для этого дня одна ты с надеждой растила меня. Ты мне говорила: сынок дорогой, стань жертвой святой за народ свой родной». Тогда, повернувшись к народу лицом, такие слова мать сказала с трудом: «Себя за отчизну ты в жертву обрек, мое молоко оправдал ты, сынок.
Прощаясь, в слезах обнимала его, в лицо целовала сынка своего, лопату схватила в отчаянии мать и сына песком начала засыпать. В поступке твоем человечность видна, сердечность, как жемчуг, чиста и ясна. Ты честь защитила мою, сберегла. Ты, милая мама, мне силу дала. Они обнялись, прощались навек. Их смелость — течение бурное рек. Песок уже, кажется, шеи достиг. Но тут появился тот самый старик. Скорее откопайте, отройте сынка. Стену крепостную не стройте пока. Когда из народа такие сыны, страну от врагов защищают они. Из камня и глины стена не спасет. Навалится враг, и стена упадет. Детей воспитайте на благо страны. Любовью к Отечеству люди сильны. Живите свободно, дружны и вольны. Не надо бояться, что нету стены. Врагам же склоненных голов не видать, когда есть такие, как сын и как мать.